ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В Ухте, как и во всей России, отмечают Крещение. Празднику сопутствует старая русская традиция – купание в холодной освященной воде. В этом году, к слову, всенародное развлечение у Иордании несколько модифицировалось. Из-за теплой зимы людей на лед реки Ухты не пустили. Вспоминая прошлый год, думается, к лучшему. Во-первых, у берега в ночь было просто огромное скопление людей – очереди. В этих самых очередях купающиеся успевали не только проникнуться духом религиозного праздника, но и напиться. Народу под шофе было более чем достаточно, а большая часть трезвых все равно рассматривала погружение в освященную воду как экстремальное развлечение. Мне очень нравятся вот такие экстремальные ситуации, поэтому я с удовольствием. Ради экстрима? Одна единственная, это со всей компании решилась я. В 2018-м экстремалы остались дома, ведь из 3 вариантов крещенских погружений 2 проводятся на территориях православных церквей. Первая открылась купель у церкви Николая Чудотворца в рабочем поселке. Ну, вообще, на самом деле, купель у нас состоялась и раньше, кроме прошлого года. В этом году мы не хотели ставить купель, но так как люди звонили, накануне спрашивали, будет купель или не будет, мы в экстренном порядке, в срочном порядке решили поставить купель. Нам вот добрые люди подарили бассейн вот такой вот специальный, и мы вот решили устроить для людей праздник, так как в этом году. Конечно, тут нет такого огромного потока посетителей, как на речке. Но кажется, те, кто пришел сюда, гораздо осознаннее тех подвыпивших компаний, которые посещали праздник Крещения на реке. И тут, кажется, даже неуместен вопрос, зачем вы пришли. Только что вышедший из церкви человек говорит: «Я тут потому что православный», хотя признается, в какую купель окунаться не имеет значения. И на речке, и здесь, и в церкви, и по объездной по Саногорской купели. Везде бы. К сожалению, из-за того, что вода стоит в бассейне неподвижно, она быстро покрывалась корочкой льда. Но это не останавливало верующих, да и тут же была возможность погреться. Стояла палатка, раздавали бесплатный горячий чай. А для тех, кто хотел приобщиться к традиции без рисков, организовали купание в Свято-Стефановском храме. 19 января с утра здесь провели литургию, а в районе 11 часов после освящения воды желающие смогли окунуться в специальном помещении за закрытыми дверьми. Кого купание не прельстило, выстроились в очередь за водой с бутылками. Каких-либо эксцессов не произошло, а вот нестандартная ситуация со знаком «плюс» была. Случай такой сегодня в 6 утра, храм закрыт еще, то есть до службы еще далеко, но люди, которые готовят службу, уже находятся в храме, они уже приходят. В храм заходят 3 мужчин с утра, находят, никого нет, свет выключен, находят купель и быстро заныривают. Искупались, выходят, осматриваются, где они, то есть приходят в себя. Ну, благо, что люди были в нормальном состоянии, говорят: ребят, вы что творите? То есть вода-то еще не освящена. Знаешь, как здорово? И пошли на работу. 19 января храм будет принимать посетителей вплоть до 21 часа. Однако, если вы не успели или не смогли прийти, не беда. Окунуться в освященную воду или набрать бутылку можно будет также в субботу и воскресенье 20-21 января.